лучший баскетболист России. Призер чемпионата мира по стритболу, настоящая легенда уличного баскетбола Михаил Гюнтер. Мой первый тренер «Низкий поклон» вместе с Михаилом Гусевым и нашими друзьями-баскетболистами из Якутска сделали такой праздник для нашего тренера Эйзера Константина Юрьевича, который привел нашу команду сборную Якутии к чемпионству на вторых играх Дети Азии. Михаил вырос в Якутске, играл в баскетбольной команде «Саха». Именно этот период можно считать самым мощным стартом в карьере Гюнтера. Окончив 33-ю школу, Михаил уехал покорять баскетбольный Олимп. Сегодня он известная фигура российского баскетбола, один из уважаемых стритболлеров современности. Его имя внесли и в зал славы Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Конечно, это неожиданно и удивительно. И очень приятно, что общественность и организаторы Межрегиональной лиги удостоили меня такого звания, вернее, почетного звания, и включили в зал славы. На всю Россию прославилась и якутянка Любовь Хохолова. Девушка взяла титул второй вице-мисс России национального конкурса красоты. Второй вице-мисс Россия 2023 становится Любовь Хохолова. Республика Саха-Якутия. Блистательная и лучезарная Любовь Хохолова на сцене сияет ярче софитов. Ее походка и грация вкупе с талантом и харизмой позволили девушке выйти одной из 3 победительниц конкурса, чего стоит и улыбка красавицы. Глаз не оторвать. Второй вице-мисс Россия 2023. У меня очень предательски тряслись щеки. У меня сводило мышцы, и они начинали трястись. Вначале я вообще не понимала, что происходит. Вот. И осознание пришло, наверное, даже не сразу, не вот на сцене, а спустя сутки или даже 2, когда я хорошенько выспалась и поняла все это. Рада безумно. К своей мечте стать главной красавицей страны якутянка шла с детства. Она родилась в Алекминске, жила в Намцах, школу окончила в Якутске. Кстати, Любовь Хохолову якутяне могли видеть и на республиканских конкурсах красоты. В 2018 году это был конкурс «Мисс Республика Саха-Якутия», где победительницей стала Наталья Строева. Но тогда мне было 16, и, если сказать честно, то на момент кастинга мне сказали, что тебе 16, и ты не победишь. И вот девушке 22. Дверь открыта в «Мисс Россия». Долгая дорога к успеху, как и подготовка к конкурсу. За 2 месяца до финала девушка скинула 7 килограммов. Впервые приготовила шоколад. Это понадобилось для этапа талантов. И готовилась к главному выходу в национальном костюме, который весил почти 25 килограммов. Все были в шоке, наверное, когда ты выходишь в этом костюме, все такие: что это такое? Это было очень шикарно. Волнительным оказалось и народное голосование. За Любовь Хохолову отдали свой выбор почти 5000 человек. Я боялась, только думаю, Якутия будет спать. Кто проснется, кто вообще будет голосовать? Да, без этой поддержки я бы, наверное, не чувствовала себя так уверенно. Красивые, обаятельные, притягательные и самые лучшие девушки страны. В этом году на национальный конкурс поступило более 85 тысяч заявок. В финал вышли лишь 50 девушек. Лучшими стали 3. Вторая вице-мисс Любовь Хохолова. Любовь Хохолова, Республика Саха-Якутия. После конкурса жизнь вернулась в прежнее русло, говорит якутянка. Впереди лекции, Любовь учится на психолога и работа. Она инженер. А свою победу в самом красивом конкурсе страны девушка посвящает бабушке. Я уверена, что она была, что она гордится мной. Вот. Ее нет с нами уже 2 года. Я ее очень любила, и меня назвали в честь нее. За что бы я ни взялась, всегда чувствовалась любовь и поддержка. У меня есть книги, посвященные Якутии. Собственно, они почти все посвящены событиям в Якутии. Одна книга называется «Есть Родина моя». Так вот, я там пишу, что я четко, определенно считаю, что моя родина, хотя коренной москвич, но родина моя Якутия. Николай Леонидович Пирогов родился в 1937-м. В 1959-м окончил университет и сразу поехал покорять север. 20 лет работал в Якутии инженером. Днем он строил Айхал и Мирный, а вечером садился за перо.
1964 год. Город Мирный. Лето, очень жарко. Идет заседание бюро горкома партии. Слушается персональное дело коммуниста, рабочего одной из алмаздобывающих фабрик. Творчество литератора посвящено советскому времени. Он выпустил 9 книг, 14 монографий, и это не считая научных материалов. Их более 200. Сегодня Николай Леонидович взялся и за самый сложный жанр – монопьесу. Произведение посвящено первооткрывательницам алмазных месторождений Якутии. Сарсацких, Попугаева, Кинг и Елагина. Вот о них им посвящается вот это вот. Трудное дело, но постараюсь все сделать. Я просыпаюсь этой весной, слышу крики чаек над Невой. Итак, Миша, привет. Привет, привет. Так, меня зовут Михаил Оконечников. Я родом из города Среднеколымска. Вот, живу в Питере. Я работаю на Балтийском заводе судостроения, строю атомные ледоколы. Это Арктика, Сибирь, Урал. И сейчас 4-й ледокол – это Якутия. Ну, вообще в Питер я мечтал с самого детства. Я сейчас помню, вот, 90-й год, когда великий музыкант Виктор Цой собирал стадионы. И в тот момент, я помню, мне мама говорит, что вот Виктор Цой поет по телевизору, а мне было тогда 10 лет. Как-то он меня очень зацепил. И после этого в 90-м году у меня появилось желание на гитаре научиться. В 14 лет я взял гитару, начал учиться на гитаре и начал петь песни Цоя. Мне дали кличку, не кличку, Цой, да, вот Мишка Цой. Я одевал себе прическу, одевал себе в черное, подражал его голосом. Ну, думаю, дай-ка я попробую сочинить песни. И в 14 лет я начал писать песни, вот по сей день. Другие планы. Так называется ваша группа здесь, в Петербурге. Группа называется «Другие планы». У нас 3 альбома в сети, сейчас 4-й альбом. Планируем, ну, то есть идет работа. Также мы в Питере приняли участие на больших рок-фестивалях. Называется «Окна открой». Там выступали монстры рока. Группа «Пикник», Агата Кристи. В общем, все такие легенды питерского рока. Мы были лауреаты этого фестиваля. Закончился наш рабочий день. Сейчас поедем на репетицию нашего репточку. Потаскали трубы. Ничего, нормально. Когда уже с завода выходишь с работы, у тебя уже мозг отключается, как бы, и ты уже думаешь о своем творчестве. Я уже с утра беру с собой гитару, вот, еду на работу с гитарой. Если концерт начинается рано, а если я заканчиваю работать чуть пораньше, то, получается, я домой еду, переодеваюсь и на концерт. Вот Питер, столица русского рока, и вот тут играют музыканты. Я играл в переходах в метро в Питере. Вот. Я играл на улицах тоже летом. Это 2013-2014 год. И какой-то такой момент, что мы, как бы, наш заработок был, как халтура, типа. В Питере также мы были лауреаты фестиваля «Новая романтика». Мы заняли 1 место в Гран-при еще. Вот, да. И помимо этого, на нашем радио мы тоже выступали. Тоже там был конкурс памяти Виктора Цоя. Мы сделали кавер песни. И после этого наше радио мы попали на «Окна открой» и на Питер ФМ взяли мою песню «Осень». Эта осень наступила слишком рано, эта осень наступила слишком рано.
Это песня про Питер, можно сказать, что эта осень наступила слишком рано. Я как бы описываю Санкт-Петербург, то, что меня связало, эта осень. И эта песня наша такая самая такая гвоздь. И помимо песни «Осень» я уже написал песню «Весна». Тоже там я просыпаюсь этой весной, слышу крики чаек над Невой. Я просыпаюсь этой весной, слышу крики чаек над Невой. Не, ну, конечно, первое время были моменты, когда ты скучаешь по родине. У меня даже вот, и я в этих песнях тоже высказываю там то, что вот какая-то вот тоска по родине. Но все равно это и Якутия, она вот родина есть родина, да? Несмотря на то, что я живу в Санкт-Петербурге, но я считаю, что моя настоящая родина – это Якутия. Я очень горжусь, что родился и вырос в Якутии, поэтому родина есть родина. Мой адрес – это Якутия, да. Рапсодия в стиле блюз – выдающееся сочинение композитора Гершвина. Его необычные интонации, страстные, местами бойкие моменты, бьющая через край темпераментность всегда вызывают у слушателей восторг. Особую выразительность рапсодии придают духовые инструменты. Все начинается с кларнета. И точно в великую композицию «Кларнет» ворвался и в жизнь Ирины Дагоевой. Она музыкант, кларнетист Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Я родилась в Верхневилюйском Улусе, село Хоро-Харинцы. Я оттуда родом, мой папа. Это родина моего отца. И в 8 лет я поступила в высшую школу музыки. И вот научилась быть музыкантом. Потом я приехала учиться в Москву, в Российскую академию музыки. И после завершения обучения я сразу стала вот работать в Русской филармонии. Сыграла конкурс. И с 2008 года до сих пор работаю в этом коллективе. Уже 14-й сезон Ира играет в Русской филармонии. Со сдержанной грацией и изяществом она исполняет музыку абсолютно разных жанров – от классики, джаза, эстрады до рока. Ирина – тонкий музыкант, не боящийся искать трудные смыслы в том, что другим кажется простым. Но, как и за каждым взрослым, за ней стоит маленькое чудо родом из детства. Родина и вот это индивидуальность, это как самоидентификация, да, получается. Национальность, родина — это все важная часть твоей индивидуальности. Конечно, я скучаю, и я скучаю за тем, чтобы за якутской речью. Вот, мне хочется регулярно на этом языке общаться, на своем родном языке общаться. Вся классическая музыка, она очень красива. Вообще, любая талантливо написанная музыка, она неважно, Моцарт, Бетховен. Я не могу выделить для себя какого-то одного композитора, такого у меня нету. Я очень люблю вокальную музыку. Мне с детства очень нравится творчество, раннее творчество Егоровой, Алексея и Екатерины Егоровой. До сих пор слушаю их песни Джипуска Гахартюгер, Сардана. Вот. И когда мне хочется поностальгировать, скучаю по родине, включаю эти песни.
Благодаря талантливым музыкантам у Якутии и ее музыки становится больше поклонников. Прославлять свою родину ставит главной миссией и пианист Алексей Слепцов. А брать новые высоты, словно музыкальные аккорды, считает делом всей жизни. Я работаю старшим преподавателем кафедры специального фортепиано и кафедры концертмейстерского мастерства Высшей школы музыки. Вот. А также являюсь педагогом, преподавателем Якутского педагогического колледжа музыкальное отделение. Ну, я сам родился в городе Верхоянске, на полюсе холода, наш северный город. В принципе, у меня родители оба музыканты, вот, поэтому, можно сказать, у меня музыка в крови. Но обучаться игре на инструменте, на фортепиано, я начал достаточно поздно. Это было в 2001 году. Мне было 14 лет. Есть стереотипы, что 14 лет – это поздно. Это все-таки как спорт. Недавно спортсмены говорят, лучше начинать в 5-6 лет. Вот, то же самое и в музыке. Лучше начинать в 6-5, ну хотя бы в 7-8, но не в 14. Но все-таки, не знаю, может, благодаря таланту и трудолюбию я справился. Потом все дальше как-то пошло быстро. Я экстерном закончил 2 года. За 2 года 7 классов музыкальной школы. Дальше я поступил уже в музыкальный колледж имени Жиркова, Высшая школа музыки. Усердный труд и талант вкупе с большой любовью к музыке позволили Алексею пройти все ступени музыкального образования. Так, после Якутска он поступил в именитую консерваторию имени Римского-Корсакова в Петербурге. Вообще, вот это была моя мечта поступить в Санкт-Петербургскую консерваторию. Вот я, в принципе, был знаком с 15 лет со своим будущим профессором. Благодаря своему педагогу она меня познакомила. Я играл на мастер-классах. Олег Юрьевич Малов – это мой профессор. Вот. Конечно, я мечтал, и моя мечта сбылась. Я закончил Петербургскую консерваторию. А учиться было, в принципе, нормально. Главное – заниматься. Конечно, жизнь в большом городе все равно оставляет отпечаток в жизни любого человека. Естественно, консерватория петербургская, она, во-первых, первая консерватория в России. Конечно, это одна из сильнейших, много звезд оттуда вышло. Поэтому я горжусь, что я закончил именно эту консерваторию. Он почитает Доминика Скарлатти и Иоганна Себастьяна Баха, любит произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Александра Скрябина. Алексей вырос на классической музыке, учился у лучших педагогов, и сегодня он делится своими знаниями в Высшей школе музыки и педагогическом колледже Якутска. Да, я преподаю в Высшей школе музыки, у меня есть студенты, у меня есть ученики, школьники. Просто у нас там 3 ступени: начальное образование, среднее, профессиональное и высшее. У меня есть в каждом звене свои ученики. Я преподаю несколько предметов: и специальное фортепиано, и концертмейстерский класс, и лекции читаю студентам. В принципе, их у меня много. Конечно, задача любого педагога – это воспитать новое поколение музыкантов. Я надеюсь, что лет через 5, 10, 15 будут и мои ученики радовать нас, меня и так далее, республику. Музыка является моей работой и моим хобби. Поэтому я иду на работу счастливый, я возвращаюсь с работы счастливый. Это моя, можно сказать, отдушина. Поэтому музыка – это самая главная составляющая моей жизни. Вообще Якутск достаточно очень культурный и музыкальный город. Наверное, многие удивятся. Но на самом деле для такого маленького города у нас достаточно много театров. И у нас есть целых 2 симфонических, даже 3 симфонических оркестра. Это очень даже престижно. В других регионах, я знаю, например, в Туве такого нету. Вот, поэтому Якутск достаточно музыкальный город, и музыканты, в принципе, имеют возможность себя реализовать. Поэтому я рад, что живу именно в Якутске. Творческие и талантливые, сильные и успешные, яркие и креативные – это твои люди, Якутия. Они стояли у истоков развития нашей республики. Я проработал в Якутии 28 лет. Я прошел всю школу от рядового, вот я говорю, от заведующего отделением до начальника управления. Я там формировался как человек, там друзья были. Якутия, я считаю, что это моя вторая родина, прекрасный край, который
но кто его знает и изучил, наверное, никогда не забудет. Так и я не забуду это Якутию родную никогда. Первыми в Якутии провели операцию на открытом сердце. С того дня прошло более 20 лет. Кинди бир дөйдолдактарым. Кинди саха юно. Дорогие мои земляки, дорогие мои якутяне, я не перестаю восхищаться тогда как министр, сегодня просто как врач и человек, что в те трудные времена правительство Якутии, медицинское вспомогательное начальство нашли возможность внедрить эту дорогостоящую медицинскую помощь. Помнят, как еще мальчишками бегали по старой улице Кальвица, таскали ведра с водой. Там еще водокачка рядом была, метров 300. На ведрах носили воду. Талончики были по копейке. Даешь в окошко, наливают тебе, несешь. Водовозы на лошадях якутских, бочки. Подвозили к подъезду и потом таскали ведрами воду в бочку, около двери ставили. Лед. В каком году? Это 50-е годы. Вот. Сегодня якутяне прочно заняли место креативного региона страны, промышленного субъекта. Наша Якутия в авангарде развития Дальнего Востока. И главное богатство нашей республики – это люди, талантливые и неравнодушные, с добрым сердцем и северной закалкой. Пока в детстве, конечно, я понимал, что я здесь, в Якутске, родился, хочу всю жизнь здесь прожить, и я ничего не люблю так, как люблю это место. Я не якут по национальности, да, когда вот, ах, какой наш, вот поддерживаем. Я вот тут вроде другой, но все равно свой. И также там все для меня свои. Конечно, мне дороже всего именно то, что вот эти комментарии, которые я считаю, махтал там. Последние годы я все больше и больше думаю о том, что, может быть, когда-нибудь я бы и вернулся. Я не знаю, может быть, это и будет и Якутия. Я люблю развиваться, вот мое хобби. Вот, и не люблю что-то вот однообразное, стоять на месте. Вот. Я люблю развиваться, и с каждым прожитым годом я становлюсь, ну, во-первых, мы все становимся мудрее, естественно, да, и я становлюсь открытие миру, учусь доверять миру, вот так вот. Вот в этом направлении у меня жизнь ведет.